Всем добрый день, с вами Зада. Дорогие мои подписчики и гости моего канала, поздравляю всех казахстанцев с Днем Защитника Отечества. Желаю всем мирного неба, успехов во всех делах и крепкого здоровья вам и вашим семьям. И сегодня будем готовить торт «Генерал». Для этого берем большую миску, отправляем туда яйца, щепотку соли и хорошенечко взбиваем. Дальше мы постепенно добавляем сахар и взбиваем до бела. Добавляем ванильный сахар. И вот как на видео, не спеша, на средней скорости миксера взбиваем, пока наша масса не увеличится в объеме и не побелеет. Все готово. Дальше добавляем сливочное масло комнатной температуры и сметану. И взбиваем дальше. Желательно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Вот взбили. Дальше всыпаем муку заранее просеянную. Муку всыпаем полностью, всю. Вот, вначале лопаточкой перемешали, и дальше будем взбивать миксером, также на средней скорости миксера. Вот пока масса наша не побелеет. Все, тесто наше готово. Дальше берем посуду побольше, отправляем соду пищевую и гасим яблочным уксусом. Вот, перемешаем ложечкой и вливаем в наше тесто. Взбиваем миксером, чтобы сода с тестом соединились хорошенечко. И дальше готовим 3 посуды. Тесто мы делим на равные 3 части, потому что торт состоит из 3 коржей. Вот. И дальше уже подготовленные грецкие орехи, я их порубила ножом, изюм промытый, высушенный, и какао добавляем. Вот в первую массу мы добавляем грецкие орехи, во вторую часть добавляем изюм, и в третью какао-порошок. Желательно просеять через сито, и дальше мы перемешиваем наше тесто и готовим форму. У меня форма диаметром 24 сантиметра. Его надо смазать сливочным маслом мягким, дальше обсыпать мукой или излишек убрать муки, чтобы вот появилась вот такая рубашечка французская. И тогда наше тесто не будет приставать к форме. Если есть силиконизированная бумага, конечно, вы можете смело с пергаментной бумагой печь. Вот немного осталось теста в общей посуде, и я добавила в массу, где какао. Вот. Распределяем по форме тесто наше. У меня с орехами первый корж. И дальше ставим в духовку. Смотрите по своей духовке, у меня этот корж минут 20-22 минуты пекся. Поэтому следите, не отходя. Следующий с изюмом и третий с какао. Печь надо их минут 20-25, не больше, чтобы они не стали жесткими. Тогда они получаются мягкие. Конечно, готовность коржей вы будете проверять деревянной шпажкой. Коржи надо остудить хорошенечко. И дальше готовим крем. Этот крем сам по себе такой простой и очень вкусный. Сюда не надо никакого ванильного сахара. Сливочное масло взбиваем до бела, дальше добавляем сгущенку и
Также взбиваем, пока масса не побелеет. Все, крем готов. Его мы накрываем пленкой и ставим в холодильник, пока коржи полностью не остынут. Теперь собираем торт. Вот первый корж у меня с орехами, следующий с какао шоколадный. Заметьте, что нам пропитывать коржи не надо, они достаточно мягкие и влажные. Вот и третий корж с изюмом. Обратите внимание, что я ничего не срезаю, они и так ровненькие. Вот торт получается высокий. Вот, и по бокам смазываем кремом. И отправляем в холодильник на 3-4 часа для стабилизации. По истечении времени мы достаем корж и украшаем. Украшать можно по своему желанию. У меня немного остался крем, и я добавила туда творожный сыр. И он получился такой немножечко густой. И я вот смазываю бока и поверхность. Можно, в принципе, и так оставить. Можно украсить по желанию, как хотите. Вот. Ну, мы украсили, немножечко добавив пищевой краски в крем. Вот таким образом. Этот торт я готовлю уже давно своим родным. И он получается необыкновенно вкусным, действительно праздничным. Вы в начале видео видели в разрезе, какой он получается высокий и красивый. А вкус это невероятный, такой мягкий, пропитанный. Там и орехи, там и изюм, и шоколадный корж. В общем, воспользуйтесь моим рецептом и попробуйте приготовить своим родным и близким. Это действительно надо попробовать. А готовится он легко и просто. Главное, чтобы было немножечко времени. Его можно приготовить заранее, за день-два до торжества, и держать в холодильнике. И украсить как раз перед подачей за 3-4 часа. Я думаю, что он понравится как взрослым, так и детям. Я буду рада, если вы в комментариях напишите, если приготовите, как у вас получилось. И если будут вопросы, я рада буду ответить вам. Всем приятного аппетита!